В моей программе «Русские волны» я давала в течение, наверное, пару месяцев объявления о том, что если есть какие-то свидетели, родственники, которые могут откликнуться и дать какую-то информацию о трагедии «Титаника». К сожалению, никакого ответа мы не получили. На «Титаник», а перерегистрировать всех не успели. Вполне возможно, среди неучтенных пассажиров были и русские. Скорее всего, по этой причине не было в списках и Михаила Кучиева, еще одного подданного Российской империи. Его следы неожиданно обнаружились совсем рядом, в Москве. Кучиев Мурзакан Бибоевич, по-русски Михаил Иванович, в 1912 году поехал в Америку на заработки и попал на работу. Анна Михайловна давно живет вместе с семьей дочери Индиры в Москве. Родом она из осетинского села Катгарон. Там, на родине, история ее отца давно стала легендой. От Владикавказа до Катгарона километров 100. В переводе с осетинского Катгарон – окраина леса. Здесь обосновался один из древних уважаемых родов Кучиевы. Михаила Кучиева, по-осетински Мурзакана, здесь называют Мржак. Вот Мржак. Вот вы его видите. Вот это Мржак. Георгиевский крест у него. Медаль тоже за отвагу. Рядом это его родной брат. Это непростой человек был. Вот посмотрите на его лицо. Посмотрите, какой он красавец. Георгиевский крест и медали он получит позже, в Первую мировую, когда будет служить сотником в казачьей дивизии. А пока мирная жизнь. Мурзакан, Мржак, молод, полон сил и мечтает о лучшей доле. О том, что мой дед Мржак был на «Титанике», я знаю из уст своего отца, и это правда. Ранней весной 1912 года 24-летний осетинский парень решает податься в Америку, чтобы заработать на дом и потом жениться. Понимаете, дома лошадь и жена – это первое место занимает в жизни мужчины. Дом, жена и лошадь. Sağ ol bakışkapsa. Abi sağ ol. Sağ ol ne karşılarında burada. Şat dışarıda. Неподалеку от Катгарона есть святилище круглого леса, или, как все называют его, роща Хетага. По древней осетинской легенде она спасла юношу по имени Хетаг от преследования врагов. Жители окрестных сел считают это место святым. Не 100 лет сюда приходят мужчины и просят у Хетага помощи и покровительства в битвах и путешествиях. Кучиев, Мрзакул не мог тоже отправиться в это путешествие без того, чтобы не прийти сюда и не попросить покровительства Хетага. Заметно выделялся в пестрой толпе пассажиров «Титаника». Башлык одевают мужчины на голову, когда холодно. Папаха, газыри, вот здесь газыри, кинжал большой. Кинжал был у него золотой. Говорит, наверное, и дамы его зауважали. Ну, в общем, он и в клубе бывал там. Ну, как мужчина, кавказский всегда во вкусе дам. А там были дамы, ой, да ой. А между тем он важная фигура. Это Михаил Михайлович Жадовский, главный кассир корабля. Его следы отыскались в Нижнем Новгороде.
нам стало известно, что кассиром на этом корабле служил наш земляк, нижегородский дворянин Михаил Жадовский. Если кому-то известны подробности жизни нашего земляка, просим обратиться в нашу редакцию по телефону 200 ровно 30. За боевые заслуги и мужество на русско-турецкой войне Михаил Жадовский был награжден орденами Святой Анны 3 и 4 степеней, орденом Святого Станислава 3 степени и румынским железным крестом. Дослужился до звания полковника. На 5-й день путешествия «Титаник» входит в зону большой Ньюфаундлендской мели. Он не сбавляет ход, даже когда с других судов начинают поступать тревожные радиограммы. В этом районе айсберги, будьте осторожны. И они, значит, пренебрегли вот этим самым главным. И капитан даже ушел там спать в свою каюту. В этой истории существует множество «если». Если бы капитан среагировал на предупреждающие сигналы... Бинокли были отобраны у всех наблюдателей на поверку, на какую-то, и не были им возвращены. И все вперед смотрящие смотрели, что называется, босыми глазками. В 23 часа 39 минут. По расчетам инженеров-строителей, «Титаник» мог выдержать любые испытания. 2,5-сантиметровая стальная обшивка защитит от удара. 15 прочных стальных перегородок не дадут судну затонуть. Таки рана оказалась смертельной. Грунт, когда она шла носом вниз, и нос чуть-чуть согнулся, то есть он немножко изогнулся, «Титаник», и лопнуло железо, фактически можно лезть аппарат. Час 10. «Титаник», Олимпику. Мы столкнулись с айсбергом, погружаемся носовой частью. Придите как можно скорее. Капитан просит вас подготовить шлюпки. Каковы ваши координаты? Час 20. Мыс Рейс, «Титанику». Вирджиния идет на помощь, находясь в 170 милях севернее. Час 45. «Титаник», Карпатии. Машинное отделение затоплено по самые котлы. Уже училась. Он рассказывал, что, говорит, что-то я съел. У меня желудок стал болеть ночью. И я вышел по лестнице, уже были наверх все перекрыты. И я, говорит, понял, что что-то не так здесь. А там уже наверху люди шумели, галдели, и вот все кричали, волновались, бегали. А внизу вообще что делалось? Люди не могли никуда прорваться, их не выпускали наверх. Каким-то чудом в этой панике пассажиру 3-го класса... Я не знаю, в какой момент он, наверное, просто сам прыгал, уже прыгали люди. Но он принимает другое решение. Передает деньги одному из членов команды со словами: «Я останусь вместе с капитаном. Мне уже 68 дней и минуты. Маленький оркестр поддерживает обреченных звуками гимна «Ближе к тебе, о Господи». Сейчас уже трудно узнать точно, что в действительности произошло с Михаилом Кучиевым. Есть разные версии. Он бы тоже погиб, если бы не подоспел какой-то корабль. Но он был сильный, он выдержал. И зацепился за какое-то дерево. Дерево или доска, или что-то. Шлюпок, ни шлюпок не было, ни этих спасательных не было. Кучиев, Мирзакул, один из немногих, спасся при крушении «Титаника», потому что на это была воля святого Хетага. Сейчас уже не важно, какой из этих рассказов правдивее. В этой невероятной истории возможно все. Главное, Михаил Кучиев выжил.
Сам он до конца дней был уверен. Ему помог образок, случайно оброненный при посадке на «Титаник». Даже со дна океана материнский оберег защитил его от беды. Поднимают 711 пассажиров и членов экипажа. Были ли среди них российские подданные? И сколько? Остальные 1500 участников первого и последнего рейса «Титаника» погибли. К сожалению, тогда не было средств, которые могли бы людей замораживать. Поэтому людей клали просто в куски льда вокруг. И поэтому пришлось похоронить в Галифаксе, потому что тела разлагались. На кладбище Фэйрвью в Галифаксе похоронены более 100 жертв катастрофы. Здесь есть пустые могилы тех, кого забрал океан. Есть могилы безымянные, на которых написано только «Умер 15 апреля 1912 года». Возможно, под этими плитами покоятся и те, кого мы ищем. Русские пассажиры «Титаника». На этой стене написаны имена тех, кто оказался в ту трагическую ночь на «Титанике». Черным погибшие, бело-голубым спасшиеся. Я часто вижу, как посетители подходят к стене и вдруг касаются рукой той или иной фамилии. По предварительным данным, на «Титанике» было около 100 пассажиров с русскими паспортами. Пока удалось обнаружить фамилии 52 человек, а прикоснуться к судьбам только 5. Иван Мишин, родственник ростовского писателя Владимира Потапова, скорее всего, оказался в числе неопознанных жертв катастрофы «Титаника». Иешуа Кантор погиб. Его жена Мириам Кантор спаслась. Сведений о ней или ее родственниках ни в Канаде, ни в белорусском поселке Смиловичи найти не удалось. В начале войны там было гетто. 14 октября 1941 года всех его обитателей расстреляли немцы. Михаил Жадовский, главный кассир парохода, погиб. Его имя высечено на памятнике жертвам гибели «Титаника» в Потомакском парке в Вашингтоне. Михаил Кучеев спасся. Прошел лечение в Канаде за счет компании White Star Line. Получил компенсацию в $200. Вернулся в родное село Катгарон, построил дом, женился. В 1930-е был репрессирован. Его следы затерялись где-то под Хабаровском. Прошло 100 лет, а человечество продолжает искать причины этой страшной катастрофы. Виной всему случай, проклятие фараонов, плохое качество стали или просто человеческий фактор. Мифы о «Титанике» будут жить долго, а сама история легендарного корабля может закончиться скоро. Глубоководные аппараты «Мир» взяли пробы ржавчины с корпуса корабля. Исследуя ее, канадский профессор Генриетта Манн открыла бактерию, которую назвала «Холомонос титаника».